Нефтяники и газовики представили общественности Мирного свои новые проекты. В алмазной столице прошла коллегия по развитию отрасли. Роман Муконин расскажет о планах нефтяников. Первыми на коллегии выступили представители ООО «Иреляхская». Общество находится в самом начале своего пути. Сейчас штат предприятия 69 человек, но совсем скоро он увеличится в 2 раза. Связано это с прогнозным увеличением добычи. Компания строит приемо-сдаточный пункт в Ленском районе плановой мощностью в 500 000 тонн нефти. Черное золото туда планируют доставлять из Мирного караванами нефтевозов, которые скоро будут закуплены. Затем начнется набор водителей и обслуживающего персонала. Штат будет дальше увеличиваться. Планируем мы запустить 18 нефтевозов и, соответственно, принять 72 человека водителей и обслуживающий персонал, это механики, плюс штат на ПСП. Итого в общей сложности планируем 150 человек набор дополнительно. Тас-Юрях нефтегазодобыча – самое крупное нефтяное предприятие в Миринском районе. Ежегодно они наращивают добычу. В 2018 году это было 3 миллиона тонн нефти, в 2019 – 4, на этот год запланировано 5 миллионов тонн. Поэтому в прошлом году на участке ввели в строй новый вахтовый поселок с современной инфраструктурой, которая вскоре дополнится бассейном. Пройдя в целом по социальному сотрудничеству, руководители этого дочернего общества Роснефти озвучили, что на сегодня у них трудится более 1000 человек. Из них 309 жителей республики, 39 проживает в Мирнинском районе. При этом отмечено, что на местном рынке труда для нефтяников не хватает квалифицированных кадров, а созданный несколько лет назад Роснефть-класс в Мирном пока не принес ожидаемого результата по профессиональной ориентации школьников. С 2017 года в Мирнинском районе действует Роснефть-класс на базе школы номер 26. И в 2019 году количество учащихся 10-11 классов составило 43 человека, выпускников 21. Но вместе с тем хочется отметить, что всего лишь небольшое количество, 14% выпускников выбрали специальности нефтегазового направления для дальнейшего поступления в ВУЗ. И что показывает необходимость проведения дополнительных усилий по популяризации нефтегазовой отрасли. Свою презентацию на коллегии представил и МРТК. Колледж рассказал о фабрике процессов полного цикла, создаваемой на базе Светлинского филиала. Там планируют обучать нефтегазовым специальностям по самым передовым образовательным стандартам. Партнером МРТК уже согласился стать Центр подготовки кадров Татнефти, лучшее профессиональное учебное заведение Татарстана. Они уже начали стажировки студентов и преподавателей МРТК на своей базе. А в Мирном к сотрудничеству с колледжем готова компания «Тас-Юрях нефтегазодобыча». Сегодня речь идет о том, что сегодня на территории Мирнинского района Мирнинский региональный технический колледж готов выпускать высокопрофессиональных учеников, лучших из лучших Республики Саха-Якутия. Лучших из лучших. Это речь идет уже на уровне Министерства образования, на уровне всех учебных заведений, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Это бренд, который будет у нас не в виде нефти, не в виде газа, а именно в кадровом резерве по всем направлениям. По итогам коллегии руководству нефтегазовых предприятий предложено более активно трудоустраивать местных жителей в углеводородную отрасль, в чем им готова помогать администрация района, выделяя из местного бюджета средства на обучение и переобучение граждан профессиям нефтегазового комплекса. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».